Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Мужчина, которому вы нужна по судьбе. Кто он такой, что из себя представляет. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя. Задайте вопрос мысленно, либо вслух. Просто проговорите. Мужчина, которому я нужна по судьбе. Кто он такой? Хочу про него знать. И песочек вам обязательно ответит. Также, мои хорошие, всех вас спешу поблагодарить, сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной. И за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете лайками, комментариями и донатами. Земной вам поклон. Итак, настраивайтесь. Я же со своей стороны попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мужчина по судьбе, кому вы нужна? Здесь уже был в вашей жизни мужчина по судьбе, которому вы были очень нужна. Только он этого вовремя не понял, не осознал. Мужчина, который вас потерял. Мужчина, который локти себе кусает, как это, знаете, этот одинокий серый волк, да? Мужчина, который в жизни вот как все проиграл, все потерял, как отшельник стал, нелюдимый какой-то. Мужчина в прошлом у вас был. С вами он мог стать самым счастливым, но без вас он стал самым несчастным. Это было. Есть еще один мужчина. С этим мужчиной вы еще не знакомы. Но вы ему нужна по судьбе, потому что только с вами он может стать счастливым. С другими женщинами у него не получается счастье. Так, ну о прошлом мы говорить не будем. Я думаю, вы сами понимаете, кто это был. И что говорить о прошлом, да, если вы туда закрыли дверь. Вы не просто закрыли, вы замуровали, заблокировали, все. Не подойдет к вам больше этот, кто ошибся. Давайте поговорим про того, кто в будущем у вас появится. Я сейчас этого мужчину вижу в окружении женщин. Возможно, он женат, возможно, у него там много девчонок, и он с ними время проводит. Мужчина, который все имеет, у него все есть, он состоялся, он реализовался, у него положение, у него статус, у него власть в руках. У кого-то прям отыграется, что действительно мужчина, ну, у него такой прям ресурс, да, власти в руках, что прям страшно становится. Может быть, какой-то начальник, может быть, какой-то чиновник. Ну, такой серьезный мужчина. Очень, кстати, умный, грамотный, начитанный. И вот главная его фишка, он как маг, понимаете, он умеет говорить, он умеет влиять на подсознание, на сознание, на умы, на судьбы, на жизни людей. Вот сильная его черта — это коммуникация, да, умение коммуницировать так, чтобы ему было выгодно, да, вот чтобы к нему все возвращалось. Тут не обязательно про образование речь, тут именно про особый талант, особый дар. Ну, вплоть до того, что, не знаю, там, гипнозом обладают. Ой, видите, я уже на нервах даже задеваю телефон. А человек может гипнотизировать взглядом, ему никто не может сказать «нет», никто не может отказать. И еще мне почему-то вот вспыхнул такой момент, что он как будто бы как чем-то обладает. Да, может, он у вас экстрасенс, либо человек с какой-то звериной чуйкой, да, вот он предчувствует, предсказывает, предвидит. Очень он такой, знаете, в этом плане развит мне идет.
часто пользуются своими способностями. Ну, про коммуникацию я уже сказала, это его конек, он просто на него сел когда-то, и он с него не слазит, он добивается всего, чего хочет. А вот по поводу экстрасенсорики, да, тоже пользуются, и пользуются достаточно часто. Но аккуратно он этим пользуется, действительно аккуратно. Знаете, даже если он женат, и у него там, не знаю, 10 любовниц, ну, если он человек при деньгах, наверное, может себе такое позволить, он все равно несчастлив, вроде у него все есть, все случилось, все получилось в жизни, достиг такого, что люди и мечтать не могут, а вот любви и счастья нет. Да, любви нет, а если нет любви, то и счастья в жизни нет. Вроде окружают его какие-то там модели, красавицы, длинноногие, но они все пустые, с ними холодно, с ними прям, знаете, как-то неуютно, ну, как несчастный мне идет. Счастливый, но несчастный. Ну, вернее, богатый, но несчастный. Вот как-то так идет. Странный, конечно, он человек. Но я хочу еще карты взять. Мне почему-то кажется, что вы его видели, либо вы даже видели и думали о нем. Может быть, он там на какой-то супер крутой машине был, там в окружении девиц каких-то очень красивых был. И вы такая, что за мужик, да? Что за чиновник, что за начальник? Как-то вы о нем думали. Может быть, даже с кем-то говорили, может, какие-то сплетни о нем ходили. И вы такая, каждый живет как хочет, да, либо каждый сходит с ума, как умеет. Что с этим мужчиной? Счастья нет, как я уже говорила, любви нет. Постоянно в поисках счастья, пытается каким-то адреналином скомпенсировать недостаток любви. Рискует очень часто. Как нет смысла жить дальше. Да? Вот всего добился, все получил. А дальше что? Я вот одинокий, холодный, никому не нужный. Ну, нет, он, конечно, нужный. Я в плане там любви никому не нужный. То есть, возможно, он понимает, что его любят за его деньги. Возможно, он понимает, что это все, как, знаете, не настоящее, это наружку. Почему тогда мне идет, что вы его видели, либо вы о нем думали? Что-то в этом есть. Я не могу понять, что. Ага, он вам понравился. Вы его видели, вы точно его видели, и он вам понравился. И вы такая, представительный мужчина. Ну, может быть, и не так вы, конечно, вы сказали. Может, просто удивились, что вот он такой вот прям симпатичный, приятный, молодой, а занимает очень крутую должность, да, либо он там в свои молодые годы уже там миллионер, да. Вот как-то вы на него такая посмотрели и сказали, такой симпатичный. Он вам явно понравился, девочки, что-то вы в нем увидели. Увидели, как, знаете, душу, что ли, увидели, да. Показался очень приятным, миловидным и, прям потянуло, у кого-то отыграется. Что-то было, искры полетели, да. Хорошо, а он вас видел? Вы его видели, окей, выяснили. Он вас видел? Он вас видел? Он вас видел, но видел где-то давно, в каком-то здании, помещении, может быть, в какой-то организации. Но он был очень занят, его отвлекали. Но он вас тоже видел. И как будто бы вы, знаете, врезались ему в память, Он не смог с вами говорить. Да, он вас видел, давно видел. Вы его видели недавно, а он вас давно когда-то видел. И с того времени вы ему врезались буквально в память. И какой-то он вас очень необычное посчитал. Прям не в плане там внешности, не в плане чего-то другого. Мне идет необычность в том, что вот прям глаза приклеились к вам. Смотрел, не мог оторвать глаза. Возможно, он и хотел к вам подойти, но там были люди, ему мешали, его отвлекали, дергали. Может быть, вот как-то так, знаете, в суматохе какой-то происходило. Может, где-то вы были в
организациях, либо где-то были, может, в магазине каком-то большом. Ну, что такое он не идет? Он вас давно видел, а вы его, скорее всего, недавно видели, либо впервые увидели. Ну, либо раньше видели, но недавно только внимание на него обратили. О, ну это хорошо, что вы увидели. Значит, у вас события гораздо быстрее будут развиваться, чем если вы друг друга не видели. Так, что с этим мужчиной не так? Вот я чувствую, что что-то не так. Я не могу понять, что не так. Что не так с этим мужчиной? Что не так с этим мужчиной? Маски носит. Он носит маски. Он... Ой, никто не знает, какой он на самом деле. Он носит маски. В душе он романтик, красавчик, такой, знаете, стихи читать, там, музыку сочинять, творить, создавать. Очень такой приятный, да, персонаж. Но он вынужден быть башней. Это такая маска для работы, для социума, чтобы на голову не сели, да, чтобы все, кому не лень, не пользовались им. Мужчина, которому по жизни везет, но везет ему, скорее всего, именно вот в материальном, да. В любви как-то не везет. Женщины очень подлые, хитрые ему попадаются. И, возможно, этот мужчина такой, ну, типа, продажная любовь, значит, буду покупать, да. Но понятно, что это не выход, это просто как удовлетворение этих инстинктов идет. Как разочарованный в любви и в счастье. И вот я вам говорила, да, у него есть деньги, у него есть все, и он такой, а зачем мне жить? Это меня не греет, это меня не ласкает, я не чувствую, что я живу. Да, удовлетворяю свои потребности на высшем уровне, но это же не жизнь. Ради чего дальше жить? Ради чего? Вот, он немножко потерянный. А у вас другая ситуация. Вы замученная, мне идете, замученная проблемами, неурядицами в жизни, какими-то сплошными кругами этой адских испытаний. Постоянно вот вынуждены жить, выживать, бороться. Нет покоя, нет помощи, нет возможности вот окошко выдохнуть, да, выдохнуть всю эту тревогу и выдохнуть всю эту нагрузку. Мне вообще идет, что вы одна, и, скорее всего, у вас на попечении дети, либо родители, а может быть и то, и другое, да, то есть вы и за детей, и за родителей отвечаете. И еще вот четко могу сказать, что на этой отсыпке явно есть девушка, которая, ну, замужем, да, но муж ее как старший ребенок, наверное, да, жалко. Она понимает, что нет любви, любовь уже прошла, закончилась, либо это все было ошибкой, и она тянет на себе и мужа, и детей, и понимает, что этот муж, он вовсе и не муж, а просто объелся груш, но ей его жалко, потому что она понимает, что он без нее пропадет, да, но тоже счастья хочется. Вот такая еще девушка есть на моей отсыпке. Так, у вас жизнь тяжелая, у него наоборот легкая, но у вас все-таки больше, знаете, как любовь, у любви есть в жизни, там любовь к детям, любовь к родителям, ваши дети вас любят, родители вас любят, а вот у него ничего нет, даже если он женат, даже если у него есть дети, там любви никакой нет, там чисто потребительство, да, типа деньги, папа дай денег, да, либо муж дай денег, и там люди даже не скрывают, что они не любят. То есть, там, знаете, как в тягость быть вместе. Если они вместе там собрались, то там гробовое молчание. Как-то так мне идет. Где его любовница, у него точно есть любовница. Может быть, даже и не одна. Но это так, знаете, как какая-то ширма, потому что успешные люди, они, ну, как успех свой не только там банковскими счетами показывают, но и женщинами, да. Вот, это его ширма, ну, потому что так надо, потому что у всех есть, да, и ему так надо выставлять. Хотя я не вижу, что он прям любитель этих любовниц, что у них какая-то связь там серьезная. Нет, меняет как перчатки, чисто вот подчеркнуть статус, вот мне идет так. Нет там любви, никакой любви нет. Вы скажете, зачем мне такой нужен? Ну, это не вам решать, это судьба так решает, так высшие силы решают. Каждый имеет право ошибиться, и каждый имеет шанс на исправление.
Этот мужчина, он за последнее время очень много каких-то хороших вещей начал делать. Он действительно начал там людям помогать. Может быть, он волонтерствовать стал. Ну, не волонтерствовать, скорее всего, как филантроп выступать, да, помощь оказывать, там деньги давать. Какие-то закупки, может быть, делать для тех, кто нуждается. Также я вижу, что этот мужчина, он как-то по-другому к людям начал относиться, не пренебрегать людьми и их интересами. Ну, взрослеет, растет, развивается. У кого-то еще отыграется, что мужчина более стал задумываться о смысле жизни. Но вот счастья нет, любви нет, стал задумываться о смысле жизни, может быть, больше там в религию как-то, в изучение религии ударился. Он как работает над собой, он работает и развивается. А вы в это время лямочку тянете, причем одна за всех, всех на себе тянете. Но неравные условия у вас. Когда он увидел вас, он почувствовал что-то родное свое, такое вот, знаете, прям как родная душа, вот такая ассоциация идет. Когда вы его увидели, вы просто увидели красивого мужчину, приятного, притягательного, красивого мужчину. Мужчина, который, ну вот как внешность, да, не соответствует статусу, да, что такой молодой, либо такой вот он интересный. Как-то вы на него тоже среагировали. Но ни вам, ни ему в мысль не приходило, что вы можете познакомиться и быть парой. Вот это интересно. Так, что еще могу сказать? Могу сказать, что пути Господни неисповедимы. И здесь какой-то очень шедевральный ход судьбы, как, знаете, как занавес в один момент рухнет. И вы как друг друга увидите, как вот лицом к лицу столкнетесь. Вот так мне идет, видите? Лицом к лицу столкнетесь. Вот тогда и начнется. Вы в этот момент испугаетесь, а у него к вам тюльпан. Он такой: вот она женщина моей судьбы, вот она мне нужна, ее я хочу, да. Ну, тюльпан — это прям счастье, любовь, прям вспыхнет к вам, а вы почему-то испугаетесь. Может быть, к этому времени вы себя накрутите и скажете: а зачем мне нужен женатый, зачем мне нужен тот, у кого любовница есть, вообще не хочу, да, зачем мне это все впутываться, проблемы дополнительные, и так тяжело. А он, наоборот, вспыхнет. Но тюльпан — это, конечно, очень сильно. Знаете, девочки, я вам так скажу, тут такая история показана. Эти мелодрамы, сериалы отдыхают. Этот мужчина, он, я не знаю, ни один пуд соли съест, пока он вас добьется. И то не факт, что он вас добьется. Понимаете? Нужна по судьбе, это не значит, что вы его будете, что вы согласитесь на это, да? Уже один мужчина вас упустил. И второй мужчина, он тоже в трудном положении окажется, потому что вы такие лабиринты настроите ему, чтобы он до вас дошел, ему действительно нужно будет там не один лабиринт пройти. Чего боитесь? Давайте посмотрим. Чего вы конкретно боитесь? В чем дело? Ну, как бы наличие жены и любовницы, я не думаю, что это прям что-то такое сумасшедшее, что может навсегда отбить желание общаться с человеком. Тем более он же не сразу вас там в постель будет тащить. Чего вы боитесь? Чего вы боитесь? Ой, ну, боитесь, что да, он женат, что огласка, осуждение, туда-сюда, что не разведется, что он там гордая птица, которая в небесах летает, большие деньги у него, а вы девушка скромная, да, что там, типа, он вас может использовать, да, и бросить, что там не будет он ради вас там карьеру рушить, судьбу ломать. Какие-то мысли, как сама себя отговариваете. Еще почему-то возраст мне идет, что вы такая: ну я же не молодая, ну как так он может на меня запасть, что-то здесь не так. Почему-то еще так к себе относитесь. Нет, это так не работает, девочки. Это так не работает. Там другое работает. Не это, не возраст, не вес, не внешность. Другое работает. И поверьте, еще ни одного мужика не остановила семья, если он хочет другую женщину, либо любит другую женщину. Ни одного не остановила. Вот если им хочется, либо если он влюблен, он на все готов. Понимаете, на все, ему все равно.
Лишь бы с любимой быть, желанной быть. Так, почему лабиринты? Ну, вам не захочется, чтобы о вас говорили, чтобы испортилась ваша репутация. Вам сложно будет поверить в эту любовь. Будете там так маневрировать, туман наводить. Страхи, ваши опасения. Почему? Почему у вас такие страхи и опасения? Ну, у кого-то отыграется, что у вас перед глазами пример не очень хороший был, там, вашей мамы, бабушки, тетушки. И типа вы такая, ну, я из семьи невезучих женщин, да, нам не может так повезти. А у кого-то отыграется, что вы такая, блин, у меня же дети, там люди будут осуждать, что там скандалы, эти все сплетни. Ну, страшно, вам будет страшно, неуверенность в себе и страхи. Хорошо, что у мужчины к вам будет, ну, помимо этого тюльпана. Чем он руководствуется, да, пытаясь вас разыскать, уговорить, там, пообщаться, сходить на свидание, сблизиться. Чем он руководствуется? Вы его шанс, шанс на счастье, на любовь, на прекрасное и светлое будущее. Вкус к жизни вы ему возвращаете. Ну, вы та женщина, которую он вечно искал и не находил. Вы та женщина, с кем ему захочется действительно вот счастья дома, семьи, детей кому-то захочется. Ах, с вами захочется забыть обо всем, да, и начать сначала. Вот что захочет семьи, он с вами захочет семьи. Вы ему родная идете, прям родная. Любовь. Ну вот как все в жизни сложно устроено, да? Девчонки плачутся, что нет хороших. Вот появляется хороший, и она такая, нет, нет, это не для меня. Он меня бросит, он сильно хороший. А какой вам нужен? Полухороший, там, частично хороший. Ну вот как-то я, если честно, не понимаю. У меня же даже язык заплетаться стал на эмоциях. Тоже не хочу вас ничем обидеть, но с другой стороны, я не понимаю, как это работает. Плохой мужик, окей, буду терпеть, ну такая моя женская доля. Хороший, ну не надо, да. Не надо, таких нам не надо. Хорошо, что вас ждет? Вообще, что ждет? Потому что я не вижу финалочки. Я вижу, что он будет за вами бегать, там эти все лабиринты проходить, испытания. Вы убегаете, он догоняет. Вот как-то так у вас в догонялке будете играть. Что? Что идет? Что идет? Так. Ну, тут судьба еще не до конца, я так понимаю, решила, либо все будет дано на откуп пары, на ваш и на его откуп. Смотрите, вот как я сказала, видите, чередуется хорошая карта, плохая карта, хорошая карта, плохая карта, хорошая карта и так дальше, да? То есть вы убегаете, он догоняет. Вы создаете проблемы, он их решает, да? Вот как-то так мне идет. Ну, девочки, знаете, что я еще вижу? Что если вы начнете в него влюбляться, то вы еще больше ему проблем будете создавать, то вы еще больше и дальше будете от него убегать. Почему-то еще так идет. Будете стараться, чтобы там тайно никто не узнал, никто ничего не сказал. А он такой, ну, блин, я тебя люблю, я хочу на весь мир орать об этом. Вы такая, не говори никому, тихо. Ай, тут если мужчина, конечно, да, проявит свою настойчивость, всю свою стойкость и даже какую-то жесткость в отношении вас, тогда, возможно, дверь к вашему сердцу и откроется. Но ему будет очень тяжело, потому что он пытается созидать чувства, вы их хороните. Он просит шанс, вы такая, нет, горы. Ну, сложно, ему будет очень сложно. Тут, скорее всего, действительно, кто кого пересилит. Ну, тут, если мужчина окажется устойчивым и не будет отступать, я так понимаю, не отступает, а наступает, то, возможно, он своей этой силой, да, и гипнозом вас уговорит. Но, с другой стороны, вы же тоже дама принципиальна. Если вы вдруг взбрыкнете и категорически скажете «нет», то вы можете похоронить эти отношения. Там же было показано. Ну, мои хорошие,
Он скоро проявится. У вас скоро вот идет эта встреча, видите, лицом к лицу. Столкнетесь, испугаетесь, а он наоборот прям влюбится по самое не могу. Он прям счастье испытает в этот момент. И потом он будет за вами бегать, а вы будете от него убегать. Он вас будет уговаривать, а вы его отговаривать. Чем это закончится, одному лишь только Богу известно. Я не вижу там камни. Там проблемы, горы, проблемы, да, камни. На самом деле, если люди любят, то они все могут преодолеть. Тем более вот этот мужчина, он сильный, он все может. Он все может, он даже всех сможет убедить, что так и надо, да, что он там развелся и женился на вас. Всех убедит, и все будут прям такие, да, так и надо. Никому и в голову не придет там сплетничать, либо спорить, либо тыкать в пальцем, да, вот в вас, либо в него. Но, с другой стороны, это же вы должны ему довериться, это же вы должны разрешить ему вас любить. Непростое у вас время ждет, очень много напряжения будет. Напряжение и стресс, да, кому-то любовь, счастье, радость приносит, а кому-то напряжение и стресс. Мне кажется, что вы должны позволить себе просто наслаждаться жизнью, и будь что будет. Думать о том, что кто там скажет, кому что показалось, это вообще не важно. Важны вы и ваша жизнь, ваше счастье, ваше будущее. Девочки, будьте мудрыми, это я вам искренне от всего сердца желаю, а высшие силы не подведут. Ведут реально крутого мужика, и выбор остается за вами. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.